Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу поддержку, помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что с вами случится с минуты на минуту, со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, ну давайте пойдем с корня рисунка. Здесь показано, что к вам кто-то спешит. Либо человек спешит конкретно к вам, да, вот на порог, а кого-то отыграется, что человек спешит с вами связаться. Человек, который в вас очень сильно заинтересован, либо человек, который очень сильно по вам соскучился, например, да, вы у меня все разные. У кого-то, возможно, возлюбленный спешит, бежит, торопится, да, у кого-то человек, который, например, хотел бы вам предложить свою помощь, либо работу. Вы все разные, у каждого будет по-своему, но человек прям спешит, очень спешит, и тут такой интерес сильнейший, прям подстегивает этого человека. А вот здесь показано, что 3 каких-то задачи, либо каких-то сложных дела вы сразу сделаете. Да? Возможно, в один момент сразу 3 дела доделаете, либо 3 проблемы решите. В 3 местах побываете. То есть покажете какой-то небывалый мастер-класс, сами себе удивитесь, насколько вы быстрый человек и насколько ловко вы справляетесь с поставленными задачами. Там, где другие бы руки опустили, вы ухитряетесь сразу 3 дела сделать. Вообще молодец. Прям собой гордиться будете. Ну и те, кто рядом, тоже прям аплодируют вам стоя. По-другому и не скажешь. Дальше показан человек, с которым вам не нужно ругаться. Человек, который может обидеться и может, например, там, затаить злобу, либо даже отомстить. Человек, который что-то делает, то, что вам, например, не нравится, либо то, что вас раздражает. Здесь вас призывают немножко потерпеть, либо не придавать этому значения. Ругаться ни в коем случае не стоит. Возможно, этот человек специально вас провоцирует, либо кто-то этого человека накручивает, чтобы человек провоцировал вас. Но ругаться вам ни в коем случае нельзя. Надо стерпеть, нужно отвернуться и вообще смотрите лучше в другую сторону. Ни в коем случае не ругайтесь. Мужчина едет на коне, но едет спиной вперед, как задом наперед получается, да? Мужчина, ну, я так понимаю, что он будет опаздывать, это первый момент. Кто ждет мужчину, либо у кого встреча назначена, либо мужчина должен вот-вот вернуться, он едет задом наперед. И также этот знак может указывать на какие-то затруднения в делах, в работе, в выполнении, например, работы, выполнения заказа. Если на вас работает мужчина, либо мужчина должен оказать вам какую-то услугу, сделать вам какое-то дело, он едет задом наперед. Ну, какое-то, не знаю, роковое стечение обстоятельств. Ну, просто неудачный день может быть у этого мужчины. То есть немножечко как-то все шиворот на выворот пойдет. Ну, ничего страшного. Все-таки на коне, значит, поймет, как этим конем пользоваться. Дальше скорость показана. Что-то скоро, прям скоро случится. Скорее, чем вы могли бы подумать, либо скорее, чем вам пообещали. Вот тут вас удивит, как скоро все решилось, либо случилось. А может быть, это какая-то скорая, суперскорая доставка заказа из интернета. А может быть, скорое получение каких-то документов. Прям очень быстро. Ну, буквально вам то ли звоночек, то ли смс-очка, что все готово. Либо посыльный у двери, да, примите, получите, распишитесь. Вот как-то так произойдет. Скорость вас это очень удивит. И, конечно, это будет приятно. Дальше вас показывают в каком-то очень красивом длинном платье. Ну, у одних отыграют, что вы действительно блеснете, оденете красивый вечерний наряд. А у других отыграется, что вы узнаете, что о вас говорят.
Ну вот, говорят всякое разное. Не могу сказать, что плохое, но и также не могу сказать, что хорошее. О вас ходят разговоры, о вас люди говорят. Поэтому платье у вас длинное. Ну а кто оденет красивое длинное платье, то вы станете прям темой номер один. Да? Все будут обсуждать вас и будут обсуждать ваш наряд. Дальше. Мужчина. Мужчина хитрит. Мужчина пытается что-то утаить, какую-то хитрость, и вы прям сердцем почувствуете. Вижу, что мужчине спуску не дадите. Придется ему и планы свои поменять по поводу хитрости, еще и вам правду рассказать, да, может быть, повиниться, покаяться. Прям, знаете, наседаете вы на этого мужчину сверху, и вот не отпускайте, пока он вам правду не расскажет. Но вам сердечко помогает, сердечко подсказывает, ну, либо ваша интуиция. Но мне идет, что вы прям сердцем почувствуете, что что-то тут не так, что-то тут не то. Дальше показывают вас с мечом и с щитом. Вы в такой позиции готовы за что-то драться и сражаться. Как будто бы бояться перестали. Либо вас что-то не страшит. И вы такая, ну сейчас я подерусь, сейчас я всем покажу. Такой боевой дух, да, у вас присутствует. Он вам очень пригодится, либо он вас, этот боевой дух, очень выручит, но потому что вам действительно придется столкнуться с какими-то чудовищами. Ну, люди как чудовища, да, ведут себя как чудовища, то есть с ними нельзя договориться, с ними нельзя вести нормальный диалог, общепринятый диалог. Там нужно действительно сражаться. Может быть, какая-то госструктура, да, какая-то бюрократия, а может быть, даже какие-то начальники, ваши начальники. То есть придется воевать. Но вы прям в обмундировании, вы с мечом, у вас есть щит, то есть вы полностью готовы к этой схватке, и я думаю, что именно выигрыш останется за вами. То есть вы победите. Всех чудовищ построите, поравняете. Дальше какой-то звонок интересный вам идет. Звонок от доброжелателя, но только в кавычках. Вам какую-то гадость могут сказать, либо какие-то обвинения бросить в адрес тех, кого вы любите, с кем вы вместе, например, проживаете, родственники. Типа доброжелатель, но с обратной стороны. Как жаловаться вам кто-то будет. Но вы не будете слушать этого человека, вы даже верить не станете. Наоборот, у вас такая реакция защищать своих любимых людей. Здесь жене могут позвонить и сказать, что муж там погуливает, да, либо с какой-то женщиной был замечен. Здесь маме могут позвонить и сказать, что вот ребенок там шалит, что-то себе лишнее позволяет. Ну, в таком ключе. Но вы не поверите, опять же, вам сердце подскажет. И вот желание защищать. Этот доброжелатель в кавычках еще пожалеет о своих намерениях. И еще показывают кого-то в возрасте, кому очень нужна помощь. Человек нуждается в помощи. Тут помощь либо физического плана, либо эмоционального. Подумайте о своих пожилых родственниках. Подумайте о, например, соседях, да, кто в возрасте, в преклонном возрасте, кого вы давно не видели. Да? Не лишним будет созвониться с родственниками, либо зайти к пожилому соседу, соседке, да, предложить свою помощь. Это хорошее дело, это доброе дело. Надо помогать. Вот поверьте, не убудет. Вам не убудет, наоборот, прибудет. Кому-то очень нужна помощь. И знаете, так показано, что только вы можете помочь. Либо только вы рядом, либо вы тот единственный человек, который может отозваться. Дальше какая-то выгодная, интересная покупка, на которую вы не рассчитывали. Либо вы вообще, в принципе, не рассчитывали ничего покупать. Но опять же, сердечко поведет, у вас вообще такие дни, я так понимаю, интуитивные идут, да, сердечко поведет. Вот случайным образом зайдете в какой-то случайный рандомный магазин, в который раньше никогда не ходили, и увидите нечто прекрасное, либо нечто нужное, полезное, может быть, то, о чем вы давно мечтали. Вот какую-то покупку купите. Потом еще будете думать, правильно ли я поступила, нужна ли мне эта покупка, но уже дело будет сделано. Да, потратите деньги там, где и не рассчитывали потратить. Но потратите как-то, вот знаете, с умом, что ли. Что-то хорошее купите. Дальше. Вам кто-то что-то ваше отдает. Могут деньги ваши отдать, могут отдать ваши вещи. То, о чем вы не думаете, либо позабыли. Вам будет это приятно. Приятно, что люди вот такие совестливые, честные, да, нет бы там себе присвоить, нет, вам отдали. Может быть, вы какую-то вещь где-то забыли и даже не вспомнили, да, человек вот прям запомнил, что это были вы, и вам возвращает. Ну, либо денежки дадут, да, ваши денежки. Хороший момент, прям на сердечке вам тепло становится. Большая птица,
Вы крыло лечите. Крыло. Я так понимаю, что какой-то человек потерял надежду, либо в очень пессимистическом настроении находится, а вы будете этого человека спасать, что ли, вытягивать из этого состояния, разжигать в этом человеке надежду. Очень благородное дело, очень благородный поступок, и поверьте, вам это точно зачтется. Так, вот здесь какая-то чертовщина творится. Что-то может менять свои места. Ну, например, вы что-то положили в одном месте, а потом бац, и нету, да? Либо находите вообще совершенно в другом месте, куда вы вообще не заходили, вы не можете этого вспомнить. А здесь какие-то шалости показаны. Это не злой дух, а какие-то шалости. Да? Может, дети шалят, может быть, ваш партнер в детство впал, шалит. И значит, вам никто не будет признаваться, что это сделали мы. Вот. А вы прям будете ходить и думать, что за барабашка у меня тут живет. Нет, это шалости, и кто-то это делает специально. Кто-то шалит у вас в доме. Дальше. Сон кому-то интересный приснится. Сон. Сон, кстати, приснится о чем-то хорошем. Возможно, кстати, сейчас начало Нового года, да, по восточному календарю, год змеи. Запомните этот сон, а лучше запишите. Какой-то необычный сон вам должен присниться. Сон, возможно, это будет послание змеи вам на целый год. Кстати, кто празднует, я вас поздравляю. Если интересно, заходите на мой канал «Магия кофе». У меня там чаточка как раз на эту тему вышла. Дальше. Какая-то переписка у вас состоится. С кем-то будете переписываться. То ли в мессенджере, то ли, может быть, смс-ками. Что-то в таком плане, да, переписка. Читайте все до конца, либо убеждайтесь, что сообщение вами отправлено, потому что здесь какой-то конфуз может произойти. Так иногда бывает, там интернет подводят, либо там какие-то сбои, глюки могут быть. То есть какая-то странная ситуация может возникнуть, если вы до конца не прочитаете, либо не убедитесь, что ваш, например, ответ, он был отправлен. Да, здесь как-то важно все доводить до конца и проверять. Переписываться будете. Дальше. Банан показан. Интересно. Вернее, даже не банан, а шкурка от банана. Что-то скользкое. Может быть, в вашем городе, там, где вы проживаете, действительно там снег, лед. И будьте поаккуратнее, потому что какой-то скользкий момент. И также постарайтесь не нарушать никаких законов и правил, да, потому что вы можете подскользнуться именно на этой шкурке. То есть здесь больше как предупреждение показано. Дальше. Кому-то придется несколько дней побыть дома, потому что за ребенком нужно будет присматривать. Может быть, ребенок приболел, да, и вам придется больничный взять. А может быть, вас попросят, да, может быть, вы бабушка, да, попросят присмотреть за внуком либо внучкой. Но не пугайтесь, все хорошо, ребенок быстро пойдет на поправку. Единственное, что какие-то планы придется менять, да, что-то придется менять, скорректировать. И у кого действительно ребенок приболеет, просто вот 2 дня вы как будто бы вообще никуда не выходите, да, вот 24 сидите дома. Такой момент показан. Здесь вот показана кошка, которая за вами наблюдает. Она ничего не делает, она просто за вами наблюдает. А вы прям это чувствуете. Чувствуете чужие глаза у себя на спине. Сразу хочу сказать, недобрый человек наблюдает, но не действует. Не действует, потому что либо не может, либо силы аккумулирует, либо к вам не подобраться. Да, еще такой может быть момент. У кого есть подозрения на соперников, соперниц, эти люди станут вам известны. То есть вы поймете, кто эти люди, если вы не знали. А если вы знали, то вам станут известны намерения этих людей. Даже не просто намерения, а то, как они будут действовать, как они там себе планируют, рассчитывают. Вы как будто бы ключ получаете. Ключ. Вы можете этих людей опередить, вы можете разрушить их планы. Вот просто правильно распорядитесь этой информацией. И не пренебрегайте, да, защитой себя, защитой своей семьи, защитой своих близких и любимых людей. Дальше показано, что вы какую-то морковь, короткая ботва, но очень длинный корнеплод, и вы пытаетесь ее из земли вытащить. И это очень тяжело, практически нереально. Вот здесь вам точно помощь понадобится. Помощь того, кто, например, может, не знаю, подкопать эту морковь,
кто умеет копать землю, да, кто умеет доставать эти морковки. Может быть, какие-то проблемы с обналичиванием средств, да, там банковская система. Может быть, момент, когда вам придется на кого-то надавить, да, кому-то обратиться, чтобы свое получить, свои результаты получить, либо свою прибыль получить. Да, момент, конечно, нервный. И вижу, что у кого-то прям сердце будет заходиться от стресса, от переживания, да, от перенапряжения. Но не переживайте, я вижу, что помощь вам подоспеет, и морковку вы свою обретете. Еще потом будете удивляться: Господи, какая же она большая, какая она длинная, да? Хорошая морковь на самом деле. И еще показывают женщину, она как будто бы вот что-то сложное делает. Сложное, может быть, пишет, решает, каким-то сложным и ответственным делом занимается. Вот тут вам потребуется вся ваша смекалка, все ваши знания и все ваше внутреннее спокойствие. Вас кто-то будет отвлекать, либо вы будете нервничать. Постарайтесь полностью сфокусироваться на том деле, которым будете заниматься. От этого зависит прям равно, да, добьетесь ли вы успеха, либо нет. Кто-то отвлекает, либо что-то отвлекает. Но надо фокусироваться, мои хорошие. Вы можете, верьте в себя, концентрируйтесь на том, что делаете, и у вас все получится. Так, дальше мне показано, что мужчина и женщина куда-то вместе пойдут. Возможно, вы парень и девушка пойдете на свидание. Возможно, вы муж с женой тоже пойдете себе романтику строить, либо вы кому-то в гости пойдете. А может быть, вы подруга и друг, да, и вы вместе куда-то идете. Здесь мужчина какой-то странный будет, как не в своей тарелке. А женщина наоборот. Вот ей хочется веселиться, ей хочется там вкусняшек, ей хочется праздника жизни. Как настроения у вас разные. У мужчины что-то вот то ли болит, то ли его что-то напрягает. Смотрите, боль может быть физическая, да, например, зуб болит, и он не хочет портить романтический момент, но и не хочет признаваться, что у него боль. А может и признается, да. И также, возможно, он переживает за что-то, и ему, например, не по себе. Ну, в общем, как-то странненько будет себя вести. Смотрите, девочки, это к вам никакого отношения не имеет. Ему с вами очень хорошо, очень приятно. Себя ни в коем случае не критикуйте, не вините. Проблема именно в нем, у него проблема. Мне почему-то кажется, что у него болит. Почему-то зуб идет. Ну, зубная боль, например. Она же самая мерзкая, ужасная. Может быть, я не знаю, спина, там, нога, голова. Но для того, чтобы не испортить момент, он будет молчать. Но ему как бы не по себе будет. Еще здесь показано, что женщина тратит деньги на кого-то. Может, на детей будете тратить, может быть, кому-то на подарок будете тратить. У вас то ли сумма какая-то выделена, то ли вы планируете какую-то сумму потратить. Сразу хочу сказать, что потратите гораздо больше. Но вы широкая душа, а вам для своих близких, любимых людей вообще ничего не жалко. Да, вы можете так потратиться, что в кошельке ничего не останется. Такой момент немножко неприятный, но с другой стороны, вам это не важно, потому что вы хотите порадовать, например, подругу хорошим подарком, либо ребенку самое лучшее купить. Вы такая, да? Что поделаешь? Деньги приходящие, уходящие, а жить нужно здесь и сейчас. Дальше. Человек как ящерица с левой стороны. Кто-то вас очень сильно удивит своей мудростью, своими знаниями. То есть в ком-то вы не видели знания, мудрость не видели. Либо вам казалось, что это человек, ну там, обычный рандомный человек. Либо, наоборот, вы сомневались в умственных, интеллектуальных способностях этого человека. Человек вас удивит, покорит даже в какой-то степени своими знаниями. Слушайте, у вас такой классный разговор случится, так приятно будет. И очень похоже, что именно в этот момент зародится между вами вот зерно дружбы, которое будет прорастать и вас, и того другого человека очень сильно радовать. Дальше у кого-то на работе странные новости. Для одних людей, для одних сотрудников они будут очень тревожные, а для других, наоборот, очень радостные. И прям по офису, либо по производству гуляют эти новости. И вот прям по лицам видно, кому нравится, кому не нравится. Вы как-то в нейтрале у меня идете. То ли вас это совсем не касается, то ли как бы новость вас не впечатлит. Но вот вижу, что будут паникеры, а вижу тех, кто прям праздник захочет устроить. Так, для тех, кто у меня работает сам на себя, у вас что-то с клиентами происходит.
то им всем нужно на одно время, на одну дату, то люди начинают, не знаю, там, переносить, как-то странно себя будут вести. Не ищите этому объяснения, там нет никакой порчи, нет никакого сглаза, это просто вот настроение людей, а может погода влияет. То есть как бы причина, она совершенно какая-то нейтральная и никакого злого умысла нет. Вот, так что не переживайте. Мне почему-то кажется, что как-то погода влияет на людей. Да, может быть, погода хорошая, все такие, ну нет, не пойдем на процедуры, пойдем гулять в парк. Либо наоборот, погода там очень плохая, человек такой, блин, как я буду ехать, я не доеду, лучше я перенесу на другой день. Как-то так идет. Ну ничего, главное, чтобы вы не переживали и знали, что все наладится, все придет еще в норму. Дальше показывают остров. И вас туда как будто бы вас куда-то приглашать будут. Остров. Место, где вы раньше не бывали. Либо место, которое какое-то особенное для избранных. И вас туда будут приглашать. У вас такая реакция, у вас прям, знаете, щеки загорятся. Ну, конечно, такое предложение получить. Хороший момент. Для вас это добрый знак на самом деле. На вас обратили внимание. С вами считаются, вас уважают, вас приглашают. Хороший знак. Дальше показано, что вы что-то будете то ли собирать, то ли решите что-то собирать, накапливать. Какое-то решение будет принято. У кого-то сразу действия пойдут, а у кого-то просто решение. Но смотрите, решение очень удачное, и придет оно к вам очень вовремя. То есть это не просто так. Здесь вам, знаете, ангелочки в уши шепчут и говорят, давай, собирай денежку, собирай то, собирай это пригодится. И вы такая, точно, надо. И вы этим займетесь. Несвойственные вам мысли, несвойственные вам решения, но тем не менее очень актуальные, вот как ангел вам нашептал. Дальше показано, что какой-то человек вам руку протягивает. То ли жест «давай познакомимся», да, то ли жест «давай я тебе помогу». Рука незнакомая, либо мало знакомая, плохо знакомая, но человек хороший. Там по глазам будет видно, что человек хороший. Не отвергайте эту помощь, обязательно поблагодарите и обязательно эту помощь примите. Чего бы это ни касалось. Того человека обижать нельзя, у того человека помыслы добрые, сердце открытое. А если вы отказом обидите, то вы небеса прогневаете. Нельзя так делать. С благими намерениями человек протягивает вам руку. Значит, не отвергайте эту руку. Дальше фонтан. Разговор. Здесь какой-то разговор состоится. Разговор очень важный, очень цельный. И разговор на самую животрепещущую для вас тему. В этом разговоре вы какую-то информацию узнаете, о которой раньше не знали, не подозревали. И мнение другого человека услышите. И еще плюс ко всему какое-то решение, да, подсказку на решение получите. Хороший разговор. Такие разговоры называют конструктивные. Дальше показывают еще мужчину, у которого медленно, но уверенно начинают открываться глаза. Он лучше начинает видеть. Может быть, этот мужчина проходил операцию по коррекции зрения, а может быть, мужчина очень сильно заблуждался. Заблуждался, например, по поводу вас, либо по поводу какого-то вопроса. Но глаза начинают открываться, и это добрый знак. Главное, не торопите его, пусть все идет естественным путем. Пусть сам дойдет до той мысли, что был неправ, либо заблуждался. Либо, если действительно была какая-то корректировка зрения, пусть не напрягает глаза, да, пусть все будет естественно и не спешить. Вот в этом деле точно спешить нельзя. Кто-то у меня то ли в поликлинику пойдет, то ли в какое-то медучреждение. Какая-то необходимость. Ну, либо у вас какое-то плановое, да, плановое посещение, например, специалиста. Людей много. Вот это для вас какой-то тревожный знак, либо вы так подумаете, блин, ну они же там все больные. Сейчас я пойду заражусь чем-то. Возьмите с собой маску, вот точно не пожалеете. Идете в медучреждение, возьмите с собой маску. Вот это будет точно не лишним. Очень много людей, прям толпы ходят туда-сюда. Показан момент, когда вы как будто бы барьеры какие-то перепрыгиваете. Знаете, вот бег с барьерами.
но у вас барьеры какие-то странные, они у вас увеличиваются. Да? То есть сначала там маленькие, потом побольше, потом еще больше, а потом 3 вас. Смотрите, самый первый, самый маленький дается вам с каким-то трудом. То есть, может быть, вы переживаете, не уверены в себе, и вам кажется: о боже, я не смогу, я не перепрыгну, у меня не получится. Но, тем не менее, вы бежите, вы не останавливаетесь, вы делаете усилия, вы перепрыгиваете. А вот самый высокий вы просто вот на одном, не знаю, прыжке возьмете. Даже и думать уже не будете, что, о боже, это высокий. Да? Лиха беда начала. Вы начинаете как-то вот раскачиваетесь с трудом, но а дальше уже просто не замечаете, делаете все по инерции. Слушайте, мои хорошие, ничего не бойтесь. Вам все подвластно, вам ли бояться. Нельзя бояться. Надо быть уверенным в себе человеком и делать то, что должно. Поверьте, у вас точно получится. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.